Давайте разберемся в этом видеообзоре, как появляются различные благотворительные фонды и какова их задача. Вспомним, что Балат Назарбаев — это тот человек, который помогает многим жителям Казахстана, помогает переживать наводнение, голод, отсутствие возможности обучаться и многие другие беды. Еще будучи простым работником совхоза, Балат Назарбаев всегда помогал другим людям и считал это своим моральным долгом. В 2016 году Балат Назарбаев решил создать общественный благотворительный фонд. Чем же занимается данный фонд? Благотворительный фонд занимается поддержкой незащищенных слоев населения, людей, как раз которые пострадали от стихийных бедствий, больных, которые не имеют финансовых средств на лечение, а также детей и сирот. Известно, что в 2017 году при поддержке фонда Балата Назарбаева было построено 17 жилых домов в селе Шамалган для неимущих семей. После этого еще 75 домов было подключено к центральному водоснабжению и коммуникациям. В 2020 году фонд выделил 200 миллионов тенге пострадавшим от наводнений в Мактаальском районе. И к тому же построил 20 жилых домов, они уже возведены, и даже есть первые семьи, которые заселились в эти дома. Ранее также было направлено потерпевшим 20 тонн продуктов питания и по 100 тысяч тенге малообеспеченным семьям. 20 детей из пострадавших семей были отправлены в летние лагеря отдыха. В марте 2020 года фонд во главе с Балатом Назарбаевым выделил 150 миллионов тенге на борьбу с пандемией коронавирус-19 и также на поддержку врачей Алматинской области. Ко всему прочему, при фонде существует и центр для детей, которые остались без родителей. В данный момент в центре находится 65 ребят на полном обеспечении. Детям оказывается не только материальная и психологическая поддержка, но также при центре есть школа, где они могут получить качественное образование, и кружки, где они могут реализоваться как творческие личности либо в спорте. Ежегодно центр организовывает зимние и летние детские лагеря, где могут отдохнуть не только воспитанники центра, но и ребята из многодетных или малообеспеченных семей. Как вы видите, благодаря Балату Абишевичу Назарбаеву у каждого человека появляется шанс, у каждого ребенка появляется детство. Мне кажется, так и выглядит человек, которого необходимо уважать за его добрые и благие дела. Стоит отметить, что именно благодаря таким фондам как раз малоимущие семьи продолжают свое существование, а порой даже и полноценную жизнь. Что ж, друзья, поддержите этот видеообзор лайком и комментарием. Насколько вы считаете правильным поступки Балата Назарбаева? Считаете ли вы, что необходимо помогать своим согражданам, соотечественникам? Считаете ли вы, что полезно в детях развивать культуру, понимание истории своей страны? На мой взгляд, это все очень важные вещи, и действительно стоит их обсуждать. Поэтому буду рада вашим комментариям. Спасибо, что смотрите канал. Фонд организовал летний отдых школьникам из малообеспеченных семей. В лагере дети участвовали в различных мероприятиях и национальных играх. Общественный фонд Балата Назарбаева отправил в летний лагерь офлайн Демалайк 60 детей из Алматинской и Туркестанской областей, 20 из которых школьники, чьи семьи как раз пострадали от наводнения в Мактаальском районе. Напомню, что ранее фонд и во главе Балата Абишевича Назарбаева как раз построили несколько домов для семей, которые пострадали от наводнения в Мактаальском районе. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и введенными карантинными мероприятиями подготовка работы лагеря началась позже запланированных сроков. Но благодаря усилиям организаторов лагерь удалось подготовить к приезду детей, который расположен на одном из, прям не побоюсь этого слова, самых красивых областей Алматы. Сам лагерь окружен живописной природой, горами, озерами, в общем, чистый воздух и отличная природа.
Родители школьников с радостью восприняли предложение фонда об организации летнего отдыха в лагере с уклоном на развитие национальных ценностей. Ведь, как я всегда говорю, дети – это будущее, и если правильно воспитывать ценности подрастающего поколения, то никогда не возникнет никаких вопросов. Благотворительный фонд оказал нам поддержку в это непростое для нас время. Я уверен, что эти 10 дней, проведенных в лагере, наши дети запомнят надолго и будут с радостью вспоминать. Ведь от такого отдыха они получили непередаваемые эмоции, поделился отец одного из учеников. В лагере дети участвовали в различных спортивных мероприятиях и национальных играх. Например, перетягивание каната, скачки на лошадях, охота с беркутом и другие. В течение 10 дней для детей также были организованы специальные интеллектуальные конкурсы по развитию ораторского искусства. Это прекрасное место с удивительной природой, никого не оставит равнодушным. Свежий воздух, позитивный настрой сделали этот отдых незабываемым. В лагере мы взбирались на горы, играли в национальные игры и участвовали в конкурсах. Это было очень увлекательно, рассказал один из школьников, который был как раз в лагере. Вместе с детьми также находились и воспитатели, и медицинские работники, и повара, которые на протяжении 10 дней помогали создавать теплую и дружескую атмосферу в лагере. Главная цель нашего лагеря заключается в организации интересного, увлекательного, оздоровительного отдыха. Лагерь организован в национальном стиле. В нашей программе много игр, где дети могут глубже ознакомиться с культурой и традициями казахского народа. Мы хотим привить подрастающему поколению правильные духовные ценности, вызвать интерес к нашей богатой истории и воспитывать чувство патриотизма, сказал воспитатель летнего лагеря Мирас Канатулы. Стоит также отметить, что к началу учебного года 1000 школьников из малоимущих и малообеспеченных семей получили ноутбуки от фонда Балата Назарбаева. В связи со сложившейся ситуацией в стране обучение в этом году началось дистанционно. Сам общественный фонд начал свою деятельность еще в апреле 2016 года. Фонд работает по направлениям следующим. Это содержание и воспитание детей-сирот из малоимущих семей, это помощь продуктами питания малоимущим семьям, это выделение средств на лечение нуждающимся, оплата обучения, развитие государственного языка, национальных традиций, также строительство мечетей, проведение спортивных мероприятий различного уровня. Напомним, за счет средств фонда построены 20 домов для пострадавших от наводнения жителей Мактараала. Что хочется сказать? Спасибо Балату Абишевичу Назарбаеву и его фонду за то, что помогает растить детей, помогает малообеспеченным семьям и никого не оставляет в беде, и так много внимания уделяет тому, чтобы прививать действительно правильные ценности для подрастающего поколения. Ну и, конечно же, помогает детям чувствовать себя вовлеченными в жизнь и культуру Казахстана.